Я еще раз для тех, кто, возможно, не видел наш анонс, озвучу тему нашего сегодняшнего эфира. Мы сегодня будем говорить про зрелую личность, вообще про понятие зрелости, что оно в себя включает, не с точки зрения возраста, да, а с точки зрения психологических качеств. Вообще, в принципе, что это, опыт ли это, понимание каких-то вещей и так далее. Мы попробуем сегодня с этим разобраться. Поможет нам в этом Ольга Александровна Войновская, вы уже наверняка ее знаете. Это психолог, психоаналитик, доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ имени Вернадского, кандидат наук, член Европейской ассоциации психоаналитической психотерапии. Я уже почти выучила все ваши регалии, Ольга Александровна. Я предлагаю начать с такого очень простого и банального вопроса, собственно, который был заявлен в теме нашего эфира. Какая же она зрелая личность? Вообще, что включает в себя это понятие? Ну хорошо, тема, конечно, очень интересная. Наверное, самая интересная из всех тем, которые существуют в психологии. Да, и, конечно же, начать бы мне хотелось с того, что когда вы нас будете сегодня слушать, вот задавайте себе вопрос, согласны вы с этим или не согласны, что у вас ставится под сомнение, что требует дополнительного какого-то разъяснения. И это уже будет маленьким критерием к тому, что вы зрелость личностная у вас есть, вы личность зрелая. Вы тут совершенно правы, Мавиле, сказали такое словечко «психологическая зрелость». Вот что примерно синонимом является психологическая зрелость. И вот нам сегодня сложный очень сложный вопрос. Ну, давайте начнем вот с каких моментов. Во-первых, мы в прошлый раз говорили о том, что психология – это такая наука, которая имеет всяких массу разных мнений, каждых ученых, направлений, парадигм, которые иногда сами с собой противоречат. Но в данном случае мы сегодня будем говорить о том, что общее для всех теорий психологических, о чем, ну, в общем, все пытаются сказать, кто-то больше акцент делает на одном, кто-то на другом, но в общем и целом они говорят об чем-то, о чем сегодня мы, собственно, ну, попытаемся рассказать нашим зрителям. Так вот, ну давайте оттолкнемся от идеи противоположной. Если есть зрелая личность, да, то существует, оказывается, незрелая личность. Что же такое незрелая личность? И пойдем по обыкновенной логике. Но если мы возьмем какой-нибудь реально плод, зрелый плод, или незрелый плод. Ну, вот, скажем, зеленое яблоко. Вот чем оно отличается от яблока спелого? Тем, что оно нуждается еще в ветках, в стволе, в питательных веществах, которые дает ему ствол дерева, да, и то есть оно зависит полностью от другого объекта, не самостоятельно, и, ну, и, собственно, только берет, ничего дать не может. А зрелый фрукт – это тоже яблоко возьмем, которое созрело, упало с яблочка и готово. Во-первых, оно красивое, оно вкусное, если для людей, но в итоге оно даст семена и готово будет отдать себя для того, чтобы там размножились, так сказать, ну, дальше вид пошел. То есть у нас это была метафора, конечно. В данном случае мы не будем говорить о деторождении, это физиологическая зрелость. Физиологическая зрелость рассматривается в дихотомии. У меня тут связь чуть была прервана. Шкала эгоизм, Да. альтруизм. Для себя, для другого. То есть маленький ребенок рождается максимально эгоистичен и незрелым, понятно. То есть незрелость и эгоизм – это вот нечто, одна сторона полюса, и зрелость и альтруизм, противоположная сторона, да, это другой полюс. Так вот, человек, он должен пройти по этому пути от эгоизма к полному альтруизму. Вот этот путь очень сложный. Полный альтруизм, конечно, у нас в очень глубокой старости появится процентный. Поэтому это первая шкала, ну, по поводу которой вот идет рассуждение, что же такое зрелость. Что же сюда включается? Как же этот путь проходит человек? Еще одна категория, которая нам очень нужна, это, скажем, ну, смысл жизни человека. Смысл жизни человека – быть счастливым. Да? Это в некоторой степени удовольствие. То есть речь идет об удовольствии. То
То есть получается, если мы с вами станем очень взрослые и зрелые, и очень альтруистичные, значит, это будет нашим удовольствием потом. Ну, в середине жизни, конечно, там эта пропорция несколько своеобразна, то есть это динамика, то есть эта пропорция увеличивается, вот, ну, как бы как, ну, по шкале, да, по шкале, что вот до 5 лет мы тотальные эгоисты, там, потом, значит, мы уже там в 20 лет немножко понимаем, как это у другого, и хочется другому сделать приятно, будь то близкие, будь то дети уже появляются, и так дальше, и растем. И вот здесь, и вот, то есть, две категории смотрим, эгоизм, альтруизм, и вопрос, что это даст нам удовольствие. Мавиле, меня слышно? Все хорошо? Да, немножко прерывается связь, но в целом как бы мысль понятна. Единственное, я бы хотела немножко обобщить и сразу же задать вопрос. То есть мы меряем зрелую личность в том числе способностью отдавать, да, то есть способностью делиться. И второй момент, вы в метафоре, вот связанные с плодом, и в принципе, как бы разложив немножко психологию возраста, можем ли мы тогда делать вывод о том, что зрелая личность, ну, это может быть вообще, эта категория связана с возрастом или все-таки нет? Ну, да, конечно, связано, но это еще далеко не про зрелую личность, это мы вообще смотрим динамику целую, вот как бы мы пока рисуем рамку, примерно хотя бы понимать такой основной критерий, поэтому это далеко еще не про зрелую личность. Я вам больше скажу, Мавиле, мы, если успеем, сегодня коснемся, что существует, оказывается, еще невротический альтруизм, когда человек все для других, и он при этом не зрелый, и более того, и он при этом несчастлив, да, поэтому давайте усложняем, чуть усложняем, но отвечу все-таки на ваш вопрос, что да, конечно же, зрелость связана, знаете, как бы тут правильно говорить, зрелость в рамках возраста. Если у тебя появляются потребности подростковые, и ты подросток, и ты их правильно удовлетворяешь, ты зрелый, ну, ты подросток, скажем, в рамках нормы. Если ты уже не подросток, а взрослый человек, зрелый, ну, например, тебе 20 лет, да, скажем, ну, с законом уже, и если твои потребности соответствуют этому, удовлетворять правильно, да, то ты зрелый в рамках возраста. Ну и где-то к 35 годам, ну, то есть вот эту динамику мы сегодня посмотрим по возрасту, проговорим, к какому возрасту, например, какие, ну, потребности, наверное, присущи, и человек в них счастлив. Это потом уже гораздо позже мы с возрастом будем 100% альтруисты, и нам это будет давать удовольствие. Так вот, основным критерием, самым основным критерием и простым зрелости является правильное объективное тестирование реальности. То есть, что такое маленький ребенок? Это ребенок, у которого между ним и миром существует посредник в виде родителя. Понимает, как устроен мир, ни социальный, ни физический, вообще ничего не знает, все очень страшно в том мире, и между мной и миром существует родитель, ну, мама в первые годы. Вот. А зрелый человек, и постепенно это тоже меняется, везде есть динамика. Постепенно этот момент меняется, и в какой-то момент человек сам должен тестировать реальность, сам, и тестировать ее правильно. А что же такое реальность? Вот здесь еще сложнее вопрос. Реальность – это не только мир, как бы не только протестировать время года, которое сейчас, и что мне одеть, чтобы не заболеть и не умереть, а это еще и социальная ситуация, это и мотивы, чувства другого человека. Но самое, что удивительное, свои собственные мотивы и потребности. Человек иногда не понимает себя. В этом, наверное, такой интереснейший момент психологии, философии и всех религиозных концепций познания самого себя. Потому что пока мы себя не познаем, мы весь мир тестируем, видим через призму своего субъективного, часто травматического, часто незрелого опыта или позиции. Поэтому
Да, Ну вот Валерия? тут, знаете, сразу возникает вопрос, как это сделать. То есть, Вот, совершенно да. верно, да, совершенно верно. Очень интересный вопрос. Но давайте все-таки еще определим какие-то общие вещи и потом попробуем, ну, попробуем сказать, как это делать, и с помощью чего это делается, да. А, а, и вот хочу, пользуясь случаем, предложить, что если кому-то какой-то момент оказался непонятен, то есть его нужно, пожалуйста, пишите в личное сообщение, потом будет как бы формировать следующие, да, передачи, может быть, исходя из вопросов или непонятостей, которые случились у нас, ну, в беседе. Так вот, итак, повторюсь, мы должны правильно тестировать эту реальность, да, мир, ну, я бы остановилась на другом и себя, да, вообще, как мы понимаем мотивы другого человека, ну, вот это про себя, это, наверное, отдельная тема, это очень сложно, но, тем не менее, ну, кто-то услышит, алгоритм будет примерно такой же. Ну, знаете, что мы себя не знаем, то есть у нас вот такой парадокс психики, что нам все кажется, что мы вокруг все знаем, а вот, собственно, себя мы вообще не знаем. Но скажу вам такую психологическую грустняшку. То, что ты в себе не видишь, это не значит, что этого в тебе не видят другие. Что еще про зрелость? То есть тестировать мотивы других людей и понимать себя, свои потребности, да? Пока все понятно, Мавиле? Да, да, все понятно, но вот как бы сразу возникает вопрос, вот эта вот конгруентность, да, по отношению к себе и к миру, всегда возникает вопрос, а правильно ли, да, то есть не наложилось ли это на там мой личный опыт, мои травмы там и так далее, вот как это определить? Совершенно шикарный вопрос, совершенно шикарная реплика. Одной из любимых моих фраз, и я тут узнала, что и мои студенты смотрят, и они это точно подтвердят, моя из любимейших фраз – это «зрелый человек отличается от незрелого тем, что может поставить под сомнение свое суждение». То есть, если незрелый человек, неважно, сколько ему лет, 30, 40, 60, если он видит некоторую реальность и говорит, я точно знаю, что все негодяи, вот и под сомнение это не ставит, это не зрелый человек. Зрелый человек говорит так, мне кажется, а как же на самом деле? И делает шаг для проверки, как на самом деле. Поэтому то, что сказали вы, так разговаривает зрелая личность. Она говорит, мне кажется, что ситуация вот такая, а как же на самом деле? Вот этот диалог должен быть всегда внутренний. Если только ты видишь точно и не сомневаешься, это плохой знак. Это, ну, конечно, если вещи не совершенно не очевидны, да, если мы видим лист бумаги белый, и он белый, то это очевидная вещь, да. Но если я говорю, что, ой, мне там Танька, Светка, Наташка завидует, или мне все завидуют, это мне так кажется. А как на самом деле? А на самом деле одна тебя любит, вторая тебя завидует, третья тебя вообще знать не знает. Но почему же ты так подумала, да? И вот это почему мы так подумали, возвращает к нашим вещам. Кстати, вот тут напрашивается еще один критерий, да, что поведение и вот это тестирование объективной реальности зрелой личности и поведение особенно, оно осознанно и мотивировано. А вот незрелая личность, поведение его, оно как бы основано на комплексах, на субъективных очень вещах, часто травматических. Все-таки вот вы меня представляете как психоаналитик, да? Мы психоаналитики вообще считаем, что все в бессознательном и в раннем детстве. И сознание, нашему сознанию трудно дается к пониманию, для этого нужно развиваться, что мы сегодня, собственно, и поможем, да, мы подскажем, как. Поэтому совершенно верно, если вы умеете ставить под сомнение, то это вы зрелый человек. Но есть люди по природе сомневающиеся, гипертрофированно. Это тогда другое. Потому что сейчас вот эти вот невротические люди, которые постоянно сомневаются, ну, чрезмерно, они вдруг почувствуют себя мегазрелыми. Ну, это не так. То есть у этого есть тоже некоторая Грань? грань, да. Но самый важный это ответ. Так как же узнать, как правильно? Мне кажется, и как на самом деле. Так вот, как на самом деле мы сверяем из двух источников. Первый источник –
это другие мнения, то есть большинство людей, кто еще так видит, что все вокруг там негодяи или завидуют, мы же обычно видим в других плохое, да, завидуют, убить хотят, агрессивные, там, негодяи, воры, мы в других видим плохое, хотим, понимаете, кстати, я вернусь к этим импульсам, это очень важно. Так вот, как минимум мы связываем это с другим мнением. Там, Мавиле, а вам не кажется, что вот это вот так? Там Мавиле говорит, нет, мне не кажется, это ваше какое-то субъективное мнение, Ольга Александровна. Или наоборот, да? Вот. А второй источник, важнейший источник, очень тоже хотелось бы на эту тему поговорить, это, конечно же, культура, классика, традиция, литература, религиозная, все такие изыскания. То есть это то, что человечество наработало за все годы, тысячелетия существования и сложило в такие пласты как бы мудрости. Да, сейчас многие сильно меняется. И еще критерий зрелой личности: меняющийся субъект умеет приспосабливаться к вечно меняющейся объективной реальности. Да, есть вещи, которые реально меняются, и нужно приспособиться гибко и их поменять. Но есть вещи, которые незыблемы, то есть они никогда не меняются. Ну, у нас же не выросла третья рука или четвертая нога, да, у нас есть какие-то вещи, которые совершенно вот такие, ну вот, классические человеческие. Вот. Пока все понятно? Да, Ольга Александровна, вот короткий подыток вот этого небольшого фрагмента, о чем мы говорили, то есть о тех составляющих, то есть способность отдавать, не невротическая, способность сомневаться, да, то есть человек, который умеет сомневаться и умеет подвергать свои какие-то убеждения сомнению, это нормально, то есть это тоже качество зрелой личности, и умение, я так понимаю, вот то, о чем вы говорили последнее, это умение адаптироваться, да? Да, совершенно верно. Да, еще очень много критериев. Мы видели, чтобы вы понимали, мы 5 лет учим студентов, 5 лет, чтобы они понимали, что такое зрелая личность. Мы здесь с вами дерзнули за 1 час рассказать. То есть еще много, конечно, вопросов есть, но вот это такие базовые, основные, вокруг которых вот как бы будем, наверное, крутиться сегодня. Ну вот и хотелось бы немножко продвинуться дальше по этой теме. И вот как вы вначале сказали, что методом от обратного, да, вот, например, есть, и вот очень достаточно распространенный тезис в социальных сетях, который я встречаю, тезис «я никому ничего не должен». Вот с одной стороны, хочется согласиться. Ну, мол, да, ты родился, молодец, никаких обязательств ни с кем ты не связывал, договоры ни с кем не подписывал. Но с другой стороны, кажется утверждение каким-то инфантильным. То есть как будто бы это не желание нести ответственность за какие-то события там, или за свои какие-то слова, или за свои какие-то поступки, или за людей, которые рядом с тобой. Да, хороший вопрос, да. Я постараюсь вот ответ наложить на предыдущие идеи, которые мы сказали, да, чуть раньше. У нас там была идея по поводу удовольствия, что, в принципе, смысл нашей жизни быть счастливым, да, а счастье, это понятно, это некоторое удовольствие. Так вот, люди, которые кому-то должны и отдают, это зрелые люди, которые испытывают от этого удовольствие. То есть, если ты не хочешь быть кому-то должен, не надо, ты не зрел, ну, то есть ты не зрелый, не то, что не надо, конечно, нас обязывают какие-то вещи, но это уже маркер незрелости. Зрелость, она о том и говорит, что у меня есть потребность быть должным, заботиться, ну хотя бы сначала там о своей кошечке, собаке, потом ты женился о жене или замуж вышел там о муже. То есть это должна быть потребностью, желанием и удовольствием. Если этого нет, даже не трогайте, не лезьте туда. Тогда хотя бы выполняйте свои там гражданские обязанности, которые там закон не нарушают, иначе вас за это накажут. Но это уже маркер того, что личность незрелая, потому что зрелый человек, видите, как мы, вот это сходится с тем, что мы говорили чуть раньше, в сторону альтруизма, да, что когда я начинаю потом, ну вот,
быть, ну, я должен накормить семью, я должен там построить дом, я это должен, мне это принесет массу удовольствия, как зрелому, ну, там, мужчина, например, у женщины свои вещи, да, я должна то-то, то-то сделать, и я от этого получу удовольствие, поэтому должен и удовольствие, смотрите, если это у вас не состыкуется, это какая-то есть проблема. То есть я должно совпадать с я хочу, да? Ну, Правильно? идеале, это в идеале, потому что, вы понимаете, ведь когда мы говорим, ребенок должен учиться, да, вот мы, вот, и ребенок говорит, а что я должен учиться? Но мы же знаем, психологи, что ведущей потребностью ребенка, школьника, это познание мира, это есть его ведущая потребность, и, собственно, он просто устает, капризничает, там, или не все предметы ему нравятся, но это есть его потребность, и она удовлетворяется. То есть у нас как бы женщина, которая хочет выйти замуж, ну, женщина же не говорит, я должна родить ребенка. Вот как-то тут уже инстинкт точно говорит, по-моему, я хочу родить ребенка. Понимаете? То есть это на уровне прям инстинкта, да? Вот. Поэтому это, ну, более такие человеческие качества, то есть зрелый человек, он еще в зависимости от возраста требует вот этих высших удовольствий, высших. Например, там сообщность с народом, да, со всем человечеством даже, вот такая некоторая сообщность. Поэтому, ну вот про природу вообще человека, конечно, ну, хотелось бы как-то рассказать, что такое человек, чем он отличается от животного. Это удовольствие высшего порядка. Если человек взрослый биологически, но живет потребностями незрелыми, кстати, вы, спасибо, термин правильно сказали, инфантильный, я не хотела его применять, инфантильность, это незрелость, да, то этот человек незрелый, если ему только нужно покушать и поспать, покушать и поспать, тогда вот это есть проблема, в этом возрасте мы сразу смотрим несоответствие возраста и потребностей, мы уже видим это как некоторую, ну, ни в коем случае не подумайте, что патологию, да, незрелость, и более того скажу, человек, которому 35, 40, 50 лет, и он эгоист, он никогда не будет счастлив. Никогда. Потому что вот это нет развития вот этого человеческого. Да, все будут думать, ну надо же, и богат, и там, и дома построил, машины накупил, там, ну что такое, да, вот все себе, себе, себе. А почему же такой несчастный? Вот они к нам чаще всего и приходят, ну не чаще всего, нет, не так, но часто приходят на терапию. Как же так? Я достиг всего, чего только могли другие мечтать, почему же я несчастлив? Вот, потому что не соответствует возраст каким-то вот таким потребностям, потребностям возраста, я бы сказала. Ну, человек может привести это соответствие сам без помощи психотерапевта. То есть, например, когда человек ощущает, что вот сейчас у него нет ресурса отдавать, да, то есть он не готов сейчас делиться, то есть он сам не наполнен вот для того, чтобы там раскрыть свою щедрую душу там и так далее. То есть что нужно делать человеку для того, чтобы прийти к этой точке? Ну, вы знаете, Мавилей, вот психология, психоаналитики, психотерапевты, они же недавно появились. А кто такие были психоаналитики и психотерапевты до нас? Это просто люди. Если человек эгоист, ему все говорят, ты что такой эгоист? То есть вокруг сообщества они все говорят, ты не то делаешь, да? Кому-то говорят, ты много пьешь, другому говорят, ты много ешь, третьему говорят, ты очень много, все для себя, ты эгоист, ты живешь только для себя. То есть раньше психологами, терапевтами были просто люди или же, повторюсь, культура. Мы опять возвращаемся к пословицам, к поговоркам, к афоризмам. Там все заложено. И знаете, в чем трудность человека? Ему трудно остановиться и отрефлексировать, и сказать, ты не прав. Вот человек инфантильный, он говорит, я прав. Вот я прав, и начинает всех других обвинять, рационализировать свои поступки. Поэтому, если у вас нет психолога, психотерапевта, смотрите, какие вам оценки дают люди. Кстати, хочу сказать, что умение слушать критику, да, это тоже критерий зрелости, потому что инфантильные люди, они так обижаются, если их немножко затронул и покритиковал, они очень тяжело это воспринимают. Хотя, если мне сделали критику, например, Оля, ты стену неровно построила. Ой, спасибо, что подсказали, я ее ровненько построю. Я, конечно, дом не строю, но все-таки, да. То есть, или там рисунок неправильно вышиваю неровно. То есть критика, твоя ошибка, получена извне, она же улучшает твой продукт.
Вот, поэтому нужно тут смотреть... Но, Ольга Александровна, мы же сейчас привыкли, мы же сейчас все начитанные, понимаете, мы же сейчас умные, и нам же сейчас, мы же сейчас обязательно скажем, что если ты что-то критикуешь во мне, это обязательно есть в тебе, либо, я не знаю, ты нарушаешь мои личные границы, и мне кажется, что даже в отношениях между людьми стало как-то очень боязно критиковать. Очень вы правильную вещь, Мавиле, как всегда, сказали. Вот смотрите, если я критикую вас в том, что вы мало читаете, потом еще девушку критикуем, вы мало читаете, 5-10 я критикую по категории мало читаете, это, наверное, моя какая-то проблема, что я мало читаю. Но если же меня критикуете вы, другая, 3-я, 25-я, критикуют по одному и тому же вопросу, то это тогда точно про меня. Феномен, о котором вы сказали, это типичная проекция, да, когда мы критикуем или указываем другому на то, что как бы больше наше, ну или же не всегда наше, просто такой опыт или травматический опыт. Например, меня... Просто это нас почему-то цепляет. Да, цепляет. Или просто опыт. Вот меня, например, сдачи не дали мне на рынке, и я теперь боюсь, что все продавцы хотят меня обдурить в сдаче. То это не про меня, это про мой опыт такой травматический. Но если же вы мне указали на что-то, потом вы же указали еще кому-то 10 раз на то же, это что-то про вас. Но если мне все 10 человек вокруг указали на что-то про меня, то это будет про меня. Понятно? Поэтому... Да. Поэтому вот это отличается проекция от аргументации такой. Вот. И, собственно, ну, конечно же, мы не любим критиковать, мы не любим, что нас критиковали, поэтому я не советую всех критиковать, говорить. Если это вы друзья, если вы близкие люди, и если есть на это вопрос и запрос, например, вас спрашивают, скажи, как ты думаешь, я правильно поступаю, что я делаю то-то, то-то? Я правильно поступаю, ну, там, с семьей, на работе или еще как-то? Вот попытайтесь это через другого проанализировать. На самом деле очень хорошая такая рекомендация, потому что сейчас в силу того, что литература психологическая особенно стала такой популярной, очень многие тезисы стали такими буквально, они начали обрастать мифами, они начали обрастать какими-то новыми коннотациями. Вот в контексте этого мне бы хотелось поговорить про два понятия, которые, как мне кажется, характеризуют зрелую личность. Это осознанность и ответственность. Первое — это ответственность, пожалуй, начну с этого. И вот как раз в контексте, наверное, того, что мы говорили «должен», само слово «должен», мне кажется, иногда вызывает какое-то сопротивление, да? Но если мы, например, переключим это на слово «ответственность», и может ли ответственность, вот я встретила, по-моему, эту формулировку Эриха Фрома, что у зрелой личности ответственность не может быть налагаемой, то есть нельзя его что-то обязать делать, да, он вот как раз должен делать это через «хочу» и через удовольствие. Совершенно верно, да. Фрома очень обожаю в этом смысле, он как раз все вот примерно так рассуждает, как я сегодня с вами. Я, наверное, оттуда больше всего и взяла. Хотя хотелось бы еще Олберта вспомнить, ну ладно. Так вот, совершенно верно. Вы понимаете, ну это маленький ребенок все время говорит, я хочу, хочу, хочу. Взрослый человек, зрелый, то, что он хочет, он... Вот, знаю, как вам ответить. Вот вначале я говорила про какие-то страшные импульсы, которые есть у человека. Агрессивные, там, ну, агрессивные, какие там еще, там, завидуем, агрессивные, ну, любые всякие импульсы, которые считаются плохими, они вообще по природе нам всем зачем-то даны. Зрелый человек – это человек, который умеет этот импульс распознать в себе и преобразить его таким образом, чтобы оно дало мало того, что его удовольствие разрядку самому, но еще и благо ближнему своему. Так, например, если я подозрительный, у меня паранояльные какие-то импульсы, то очень хорошо, что я пойду куда-то охранять
завод, родину, там, в налоговую полицию пойду или в милицию, я буду охранять. То есть мой этот импульс, он станет, ну, социальным таким, ну, наверное, Фрейд, сублимация, наверное, вот такая вещь, да. Вот. Если же у меня импульс такой, что я все время хочу пострадать, посострадать, да, по Фрейду возьмем какую-нибудь тенденцию к Танатосу, да, к Эросу, к Танатосу, то тогда я пойду к психологам, воспитателям детский сад, в медицину, где нужно сострадание. То есть одно дело, когда я страдаю для себя, разрушаюсь сама, и еще мои близкие страдают. Или я разворачиваю эгоистическое страдание в сострадание, и тогда я приношу пользу обществу, а импульс тот же самый, он реализуется. Так вот, как это связано с вашим вопросом, что зрелый, вот с двумя понятиями. Поэтому, конечно же, должна быть, ну, вернуться к осознанности, через нее легче к ответственности перейти, да. Вот осознанность, это когда я понимаю, что это мой за импульс, и как я могу его преобразить, чтобы он не только разрядился, этот импульс реализовался, он просто обязан реализоваться, потому что он природой, Богом дан, но он должен превратиться в лучшее, да, что может, на то он и человек, чтобы вот эти импульсы преобразовать в человеческие высшие. Вот, так вот, осознанность, да, так вот ответственность, это возвращаюсь к ребенку, который хочу, вот он говорит хочу, не понимает, надо ему, не надо, полезно ему, вредно ему, он просто хочу, не преображает импульсы, и родитель должен это удовлетворять. Вот. А зрелому человеку как-то даже не солидно говорить хочу, он говорит, я должен это сделать, и он понимает, что это долг, который даст ему это удовольствие. То есть я должен это хочу примитивное преобразовать, я должен преобразовать хочушку в что-то, вот я бы так бы даже это перевела, и тогда это станет таким, ну, человеческим, таким созидательным, творческим актом. Кстати, про зрелость важно еще и про творчество сказать. Человек зрелый, он обязательно связан с творчеством, обязательно мы, ну, как-то, не знаю, если успеем сегодня. Ну вот, Ольга Александровна, если мы сейчас просто вот про творчество, и многие сразу могут подумать, что это обязательно какой-нибудь, я не знаю, там, художник, музыкант и так далее. То есть, мне кажется, здесь очень важно разъяснить этот момент, что творчество вообще как процесс созидания, да, то есть как процесс создания. Да, совершенно верно, да. Я даже так, наверное, скажу. Вот если, например, птица вьет гнездо однотипно, да, и мышка там роет норку однотипно, то дом мы построим по своему вкусу, то есть вкус. Квартиру мы уберем по своему вкусу, то есть преображение мира. Более того, мы даже когда одеваемся, открываем шифонеры, что-то девочки наряжаются, это тоже творческий акт. Мы, конечно, все творческие, мы не делаем стереотипно, в этом вся наша уникальность. Вот просто это, ну, творчество, воспитание детей. Ну, вы одним словом правильно сказали, Мавиле, это все-таки созидательные все вещи. Это не книжки, стихи писать. Это вот те тонкие люди, которые в нашей популяции, скажем, ну, вот те утонченные, которые, кстати, пострадать любят, да, импульс преображивают сострадать и начинают писать стихи, какие-нибудь романы, может быть, которые сделают другого лучше. Вот. Поэтому, да, творчество – это такое понятие в психологии широкое. И вот в контексте зрелой личности мне бы очень хотелось поговорить о любви. Потому что мне кажется, что любовь зрелой личности сильно отличается от любви, например, вот инфантильной, незрелой, эгоистичной личности. Да, сложный вопрос. В чем он сложный? Конечно же, любовь и зрелая личность – это, ну, прям две грани. Это что такое любить, да? Когда мы любим кого-то, даже если мы любим свое животное, мы хотим ему дать, накормить его, да, побаловать. Если мы любим своих детей, мы отдаемся своим детям. Поэтому, конечно, любовь тесно связана с вот тем альтруизмом, который мы обозначили в самом начале. Но есть такое нераспознаваемая простым человеком для себя, так называемая невротическая любовь. То есть это вот, если уж, ну,
ссылаться на, ну, на то, что, как вы сказали, что все сейчас начитанные, много чего читают, листают, все знают понятие созависимые отношения. То есть созависимые отношения – это уже отношения незрелые. Это когда ты в другом видишь бессознательную опору, и ты хочешь там только взять. И не то, что взять материально, нет. То есть я могу даже материально там тебя подарками задаривать, только можно я возьму психологическую какую-то структуру, опору, и это все равно средство, а не цель. Поэтому вот я бы так разграничила. А зрелые отношения, они звучат так. Я без тебя могу, нет, незрелые. Я без тебя не могу. Это созависимые отношения. А я без тебя могу, но не хочу. Это зрелые отношения. Поэтому, конечно, любовь и зрелость очень близки, но люди их часто путают. То есть любовь, настоящая любовь, та, которая способна, ну вот не то, что способна, хочет отдавать. Отдает и при этом счастливо. А созависимые отношения, она будет отдавать все, что угодно, но она свое заберет. То есть очень часто мы видим, что это такая всегда тяжелые отношения, ну, сложные. Готова об этом отдельно поговорить. Вот есть еще такой возник интересный вопрос. А если, например, рядом с вами незрелая личность? То есть как правильно вести себя, если вот ваш близкий человек, это может быть друг, это может быть родственник какой-то близкий, я не знаю, это может быть спутник жизни, если он незрелая личность? Ну, да, это как правило. Ну, тут немножко нужно, конечно, разделить, если рядом незрелая личность, да, или же, ну, созависимые отношения. Поэтому это по-другому. Если с вами созависимые отношения, то, ну, то тогда не созависимые ли вы? То есть мы обычно находим эти пары, созависимые люди друг друга очень чувствуют, они находят друг друга. Если один в паре, в любви созависимый, а второй нет, он быстро уходит, он даже не будет это терпеть. Вот. Не то, что терпеть, что терпеть. То есть человек немного может требовать, но он чувствует, что он не цель, а средство какое-то, он какую-то роль выполняет. А вот когда с нами рядом незрелый человек, я бы здесь, конечно же, посоветовала не указывать, если вы это видите, мы же ребенку маленькому не говорим, а вот ты не умеешь там читать или писать. Мы же снисходительно относимся. Вот так напрашивается такой термин, он из психиатрии, но я как метафору его хочу озвучить. Анозогнозия, нераспознание своей болезни переводится, да, а мы как метафору нераспознание своих проблем. Поэтому если вы видите, что ваш человек незрелый и имеет комплексы какие-то, это он значит, что он искренне этого не видит, не надо ему указывать. Потому что если он этого не видит, и это его комплекс, а вы ему на это указываете, вы ему делаете больно, потому что это будет ядро проблемное, и вы этим испортите с ним отношения. Поэтому здесь очень, конечно, нужно ювелирно к этому подходить, как-то или очень мягко сказать, не хочешь ли ты об этом поговорить, да, или же он сам должен, да, все-таки рефлексировать и понимать, почему мне все указывают на одно и то же. Может быть, правда у меня где-то здесь проблема. Вот, поэтому, ну, незрелую личность мы и воспринимаем как незрелого человека. Он не виноват, у него иногда есть какие-то причины. Ни в коем случае не указываем. Мне кажется, очень сложно смириться с тезисом, что он не виноват. Хочется же всегда, чтобы каждый умел брать ответственность на себя, но тем не менее. Вот вы так хорошо и интересно сказали про созависимые отношения. Говорит ли это о том, что люди находят друг друга по своим каким-то психологическим факторам, что ли? То есть как ключик к замку, да? То есть если человек один вступает в созависимые отношения, то его партнер однозначно по психотипу похож, верно? И тогда получается, что зрелые люди тоже находят друг друга? Ну, да, такой вопрос. Ну, знаете, по психотипам это один союз. Ну, знаете, например, интроверт и экстраверт встретились. Конечно, один любит помолчать, а второй любит поговорить. Но это же не созависимые отношения, это просто два психотипа, которые вот как бы совпали и им, ну, не напряжны друг с другом. Но хочу вам сказать, что самые зрелые отношения – это отношения, когда у людей одинаковые цели и смыслы.
Они могут быть очень разные или очень одинаковые. Даже если вы два экстраверта и два интроверта, но если у вас есть высокие, высшие цели, то это не будет иметь никакого значения потом, понимаете? То есть Вот люди должны сходиться, исходя из целей и ценностей, верно? То цели, есть они, да, совершенно они черт характера. да, совершенно верно. Более того, эти цели и ценности даже могут быть очень разниться, но интересовать другого. Вот я, например, очень люблю психологию, да, а мой муж любит очень астрономию. Я далека от астрономии, но мне удивительно эта наука. Поэтому, ну, понимаете, поэтому мне интересно, собственно, ему интересно, как это вот можно психике, в астрономии, по-моему, легче, чем в психике разобраться, он так думает. Поэтому есть еще и противоположные некоторые вещи, но они должны быть несколько возвышенные, хотя бы на каком-то уровне, да, вот. А вот все-таки вернуться к созависимым отношениям, ну, грубо если сказать, да, то мазохист всегда найдет своего садиста. То есть если мне нужно страдать, то я всегда найду человека, который все мне это прекрасно представит. И, пользуясь случаем, скажу вам такую критерий, что у нас, у психоаналитиков есть такая идея, что если ты больше полугода находишься в какой-то странной ситуации, где тебя обижают мучители, да, чаще типа мужья, то это тебе зачем-то надо, это какая-то бессознательная вещь, это какой-то сценарий, который вот человек что-то хочет там дорешать, и это все, ну, родом из детства. То Вот. есть какие-то вторичные выгоды, да, как Совершенно верно. обычно употребляют Совершенно верно. психотерапевты. Есть вторичные выгоды, и человек не отдает отчет. Я прошу прощения, у меня тут солнышко выходит, да, видно меня еще? Видно, видно, да. И человек просто не отдает отчет, ну, почему у него так. Я вот приведу вам пример, когда у меня одна клиентка долгие годы, ну, жаловалась, что ее избивает муж, и когда я ей показала, что это ее бессознательная какая-то потребность, там все это прекращалось со временем, и когда она приходила на сеанс, она уже говорила, не меня муж побил, она говорит, я выпросила у мужа. Я выпросила, и давайте анализируем, зачем я это сделала. То есть вот такие-то интересные вещи. Поэтому, конечно же, я вот предлагаю, может быть, что-нибудь отдельным да, эфиром мы сделаем что-нибудь по отношениям, чтобы хотя бы... Мне кажется, мы скоро будем предлагать нашим подписчикам голосовать за темы, потому что, на самом деле, за эфир уже набежало очень много вопросов, которые хочется раскрыть отдельно. В частности, лично мой запрос — это запрос по ценностям, потому что очень интересно то, как сейчас люди пытаются провести переоценку ценностей, но у меня есть очень четкое ощущение, что прежде чем что-то переоценивать, нужно понимать, что мы имеем в основе, да, что мы переоцениваем. Вот, но это, опять же, отдельный разговор, отдельная тема. Тесно связано со зрелостью, между прочим, ценности. Что это вообще такое и какие ценности? Потому что еще и ценности есть невротические. Рекомендую такую тему поднять. И, значит, что я, вот, какие критерии основные, да, дам, вот, чтобы вы точно увидели, человек зрелый или нет. Конечно, зрелый человек – это счастливый человек. То есть мы же с вами в самом начале сказали, что смысл жизни человека – быть счастливым. Конечно же, тоже нужно, ну, разграничить, ну, разобраться, что такое счастье, да, у всех оно свое. Ну, да, это перманентное ли это явление, то есть... Вот в том-то и дело, что счастье тоже наше в динамике. Вот когда мы будем с вами говорить про потребности в следующий раз и ценности, мы будем смотреть, как они видоизменяются. И вот когда ты умеешь видоизменять согласно возраста и зрелости, вот там и будет счастье, да, когда ты, ну, у всех оно уникально. Кому-то хочется цветочки сажать, кому-то хочется детей рожать, кому-то хочется там руководить страной. То есть у нас разные потребности. Но смысл жизни быть счастливым, да. И вот зрелый человек, он счастливый, а незрелый – это человек, который добивается всего, добивается того, что ему как бы навязали, подсказали, где-то он увидел. Ну, часто это деньги, да, но это не всегда деньги, иногда это диссертации, кандидатские, докторские, иногда это известность какая-то, но человек достигает этого, и он несчастлив. Поэтому, если человек несчастлив, то это всегда критерий, что-то не то с ним, ну, будучи взрослым человеком. Но повторюсь, но все-таки самый правильный критерий зрелой личности – это правильное тестирование объективной реальности, понимать, что происходит с ним, что происходит с его близкими, что происходит в мире. И, конечно, гибко приспосабливаться, ну, быть стрессоустойчивым. Но основное, что хочется сказать, это ощущение удовлетворенности жизнью. Вот такой критерий зрелости.
Ну, не без кризисов. Мы кризисы еще проходим, мы в эти кризисы очень неудовлетворенные. Для этого они нужны, чтобы понять, что старые ценности уже отпадают, а новых я еще не прочувствовал. Это тоже тема кризисов. Вот прямо так и напрашивается следующая тема, которую вы тут намекаете, да, про ценности, да. Поэтому, ну вот если так понятно, то примерно вот что такое сделать человек. Тут такой интересный комментарий по поводу того, что незрелый человек — это человек, который всего достигает. Нет, что он достигает всего и вдруг несчастлив. Вот в чем дело. Что, более того, есть люди, которые ничего не достигают, но счастливы, это их границы, и это их выбор. Те же философы, например, да, те же, вот. А есть люди, которые достигают всего и счастливы, будь то материально, славы и счастливы, это значит правильный выбор, правильный путь. Но если путь невротический, а невротические потребности ненасыщаемы, человек делает что-то, ну вот я вам говорю, что давайте не только про деньги, про науку. Есть люди, которые защищают диссертации, становятся кандидатами наук, докторами наук, ну академиков не знаю, именно невротических, и вдруг понимают, что ну, жизнь зря прошла, не оно, понимаете как? Вот, и поэтому, то есть чуть-чуть тоньше нужно рассуждать. Ну, вот Конечно, мы все должны все-таки, расти, достигать, но своих знаете, целей, что... своих... Да, 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 да. Я просто хотела сказать о том, что вот это вот ощущение счастья, вообще я не знаю, само определение счастья, мне кажется, оно у каждого настолько свое, то есть для кого-то нужны вот реально какие-то декорации к счастью, да, для кого-то кто-то там проснулся и уже счастлив. О каком счастье мы говорим, когда мы говорим о зрелости? Ну, значит, смотрите, вот если зрелость у нас, ну, достигается по разным, кстати, ну, критериям психологов разная, скажем, ну, например, юридическая зрелость это одно, а психологическая, да, ну, например, ну, ладно, пусть юридическая, ладно. Вот человеку, например, 25 лет, он женился, детей родил, да, вот в 25 лет какая его основная потребность? Это создание любви, семьи, деторождения и так дальше. Если он это удовлетворяет, эту потребность, и он счастлив, вот это его, так сказать, он тут счастлив и удовлетворяет свою потребность. Если человек 35 лет, ему по Фрому, тому же Фрому, социальный инстинкт, ему хочется что-то отдавать социуму, людям, потомкам, там, не знаю, науке, ну, все что угодно, семье своей, в конце концов. Это его удовольствие отдавать 35 лет, это социальная потребность, да, вот, а там в 50 лет, например, это потребность созерцать. Вот мне психоаналитик моя говорит, что я должна уже что-то созерцать, а мне все не хочется еще созерцать. Мне еще хочется социально что-то оставить, так сказать, людям интересного. Вот, то есть в соответствии с возрастом зрелый человек, это достаточно длительное время он зрелый. Он долго созревал, лет там, ну пусть 18, разные критерии, 18, 25, 35 считает Юнг, да, вот, но и дальше он до конца дней-то своих зрелый, вот и там будет своя динамика потребностей, но уже зрелых потребностей. Это и ответственность, и ценности, понимаете? Если до незрелого возраста мы больше говорили про потребности, да, потребность в, скажем, ну, у детей, да, что там покушать, там обучение, познавание мира, это все такие необходимые вещи для того, чтобы человек созревал. А уже когда человек созрел, он, конечно же, построит свои ценности, свои смыслы, свои цели, свой путь к счастью, свою концепцию счастья, и будет туда идти. И она будет и видоизменяться, и она будет отличаться, она будет уникальна. У нас нет, и вот тут где-то видела комментарий, совершенству нет предела. Совершенно верно. У нас есть предел совершенства. Это если вы станете божеством уже, то есть вы станете совершенным, но это нереально при земной жизни, за исключением святых, конечно. Еще, знаете, такой вопрос возник, опять же, очень спонтанно, по поводу
я и другие, да, у зрелой личности мы говорили о контексте любви, но очень много, опять же, тезисов, особенно у людей, которые вот считают, что они пришли уже вот к какой-то точке зрелости, по поводу того, что мне не важно, что говорят другие, да, то есть вот мне все равно, что говорят другие. Это очень распространенный тезис, и просто когда на парах по клиент-центрированной психотерапии нам преподаватель говорил, если вам говорят такую фразу, лукавят. То есть 100%. Я расшифрую. Мавиля, одну секунду прикрою штору, солнце сильно ярко светит, боюсь, меня плохо видно. Прошу Да, прощения. конечно, без проблем. Все в порядке. Мы уже не ограничены эфиром, поэтому можем спокойно закончить. Так вот, очень интересную мысль, конечно, вы затронули, и я все-таки отвечу, да. Мы видим две крайности этой проблемы, две. Одни очень зависят от мнения других людей, и мы на консультации это, собственно, корректируем, что вот меня не существует, вот что про меня сказали другие, и я завишу от мнения другого человека. Вот тогда у меня есть целостность и снятие тревоги какой-то, я тогда как бы существует. А есть другая крайность. Мне не интересует, что сказали обо мне люди. Я сам знаю, кто я, что я, мне не нужны никакие критерии. Это крайность. Где есть норма? Ну вот поскольку вы тут вспомнили такое понятие, как психотипы, то я вам так скажу. Истероидные личности часто склонны к чрезмерному опоре на мнение другого, а шизоидные, по-простому, да, те знают, что их мнение никого не интересует. А как правильно? А правильно как? Опять критерий вспоминаем, зрелый человек отличается от незрелого тем, что ставит под сомнение свое суждение. То есть мы говорим так, я про себя все понимаю, я хороший психолог, я хорошая мать, процентов на 70 я себе знаю это все, я там хорошая подруга, но процентов на 30 дай-ка я спрошу у друзей, у детей, у мужа, да, и у клиентов, хороший ли я, там, ну, клиентов у нас не принято, конечно, спрашивать, вот. И тогда я сверяю свое ядро, я все-таки сверяю. И если я получила немножко критики, я тогда уже буду, собственно, немножко работать над собой. Вообще не существует человека без другого. Мы социальные существа, нас нет без другого. Понимаете, мы как бы, это такая тема, не было бы человека, если бы не было вот этого зеркала отражения в другом. Но это, правда, такая прям целый философский пласт, наверное, хотелось бы поподробнее об этом. Ну, уже, наверное, не сегодня. Да, мы на самом деле уже практически час говорим про зрелость и зрелую личность. Это на самом деле очень немного, мы затронули только какие-то очень базовые вещи, но тем не менее, мне кажется, даже их достаточно для того, чтобы как-то немножко себя протестировать, проанализировать, что-то про себя понять в первую очередь. И это мое личное пожелание, чтобы следующий наш эфир все-таки был посвящен теме ценностей. И если есть какие-то комментарии, пожелания, вы можете нам писать их. Тут вот какой тип людей больше вызывает у вас уважение, стероидный или шизоидный? Да, на этот вопрос, потому что он очень просится, и он просится ответ на него именно в контексте нашей сегодняшней темы. Ведь истероидный тип или шизоидный тип, да, проще, чтобы вот без психоаналитической терминологии, скажем, холерик или флегматик, какой тип мной больше уважается. Так вот, вы знаете, что зрелая личность – это истероид, выросший до шизоида, а шизоид, выросший до истероида. То есть наша же задача приспосабливаться к реальности, ее тестировать. Это значит, нам нужно те навыки взять, которые нет. Если шизоид любит молчать, ну, интроверт, пусть, ладно, слова, может быть, часто люди, далекие от меня слова шизоид, ну, не любят, думают, что это диагноз какой-то. То есть, Ну, да. если я интроверт по природе своей, то я не должен оставаться только интровертом. Я должен научиться быть и экстравертом, если потребует у меня на это реальность. И если я экстраверт неугомонный, никак не могу замолчать, я должна воспитать в себе сдержанность и стать немножко интровертом, если потребует у меня, значит, реальность. Так вот, я студентам на лекции говорю такую вещь. Для меня
самый высший пилотаж – это истероид, защитивший диссертацию, или шизоид, ставший. То есть это, представляете, какой путь зрелости. Поэтому, конечно, типология – это нечто, ну, темперамент – это нечто врожденное, а дальше наш рост. Насколько мы Спасибо за способны, вопрос. да, это адаптировать, и насколько мы способны развиваться в разных направлениях. Я просто, честно говоря, хотела бы уйти от терминологии типов, потому что я боюсь, что вокруг них могут формироваться определенные тоже стереотипы, да, то есть когда мы слышим там шизоидная личность или стероидная или эпилептоидная, то у нас могут возникать какие-то ассоциации, и они часто не совпадают с реальными психотипами в... Поэтому я и перевожу в темперамент, как я говорю, меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник, да, а вот перевожу так для понимания. Ну, а это профессиональная терминология, психоаналитика. Шизоид ближе похоже к флегматику, холерик к истероиду, депрессивный к меланхолику и обсессивно-компульсивный, например, к сангвинику. Но это очень условно, так для ориентировки. Ольга Александровна, можно подвести какие-нибудь итоги по поводу нашего сегодняшнего эфира, потому что мы на самом деле целый час посвятили теме Да. зрелой личности, и вот коротко какие-то итоги от вас. Конечно же, вот мне хотелось бы вот так взаимодействовать, чтобы давали обратную связь, вот какой, например, постулат остался сомнительным, и мы бы его расшифровывали, потому что, повторюсь, тему, которую мы сегодня необъятную за 1 час вот так вот пробежались, мы 5 лет студентов учим все тонко, ювелирно смотреть, где же эта зрелость, да, и почему возникает, мы же с вами не посмотрели, почему возникает незрелость, да, и почему выгодно от этого избавиться, потому что незрелая личность, в момент, когда она должна уже быть зрелым, это человек страдающий, а наша цель жизни быть счастливым. Поэтому, конечно, поразмышляйте все вот над этими вещами, не старайтесь тестировать себя, ну себя, ладно, можно, не старайтесь другого бегать и тестировать, а про себя тестируйте, не сами себя, а подойдите и спросите у ближнего, скажи, какие у меня качества, ну вот такие, не очень, может быть, удобные для всех, не для одного человека, а для всех. В общем, и вот зрелость – это путь к счастью. Почему почему нужно быть зрелым? Потому что зрелый человек – счастливый человек, полноценный, можно сказать, у него все получается. Понимаете? Вот, и он делает правильные смыслы, правильные цели, и идет туда. И вот у него все его счастливые становятся люди его близкие. Незрелый человек, чего бы он ни достиг, это трагедия, может быть. Поэтому вот будьте зрелыми, ищите себя, познавайте себя. Вот, и слушайте Спасибо нас, наверное. большое. Возможно, где-то среди этого часа эфира вы сможете найти тот ключик, который подойдет именно вам, и сможете открыть свой путь к зрелости, а значит, свой путь к счастью. Это очень важно. Заботьтесь друг о друге, берегите друг друга. Это одно из качеств зрелой личности. И смотрите наши эфиры. Всем хорошего вечера. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.